W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A Ty z Wami. Pan moc swojego naroda, zbawcza Awarona, помазанника своего, звал народ Твой, Пане, благослови спадщину Твою и керуй ею вечно. Подчас сьогоднішньої імши молюся за Олександра і його сім'ю, просячи о добрym, szczęśliwym i bezpiecznym podróży i odpoczynku, a tak samo Bożego błogosławienia i opieki Najświętszej Panny Maryi. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую офяру. Spowiadajcie Bogu Всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Благовещение Богу, Ангел земли супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Пану небесный, Боже, выше всемогутный, Пане Сыне Всемогутный, Иисус Христе, Пане Боже, Ворот Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе, прости силу, смилуйся над нами, я Тебя грешно себе, прости силу, прими
Ty nasza, Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalnie, Bogorajca. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, учени, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое. Бо Ты николи не покидаешь без заповеди Ты, как вот гуляешь свою отцовское ветою. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я чув поголоски многих, страх навокал, викриці, і ми викриємо його. Усі, що були у згоді со мною, чекають падіння моєго. Може, удасться, вони кажуть, подмануть його. Тоді переможем його і отпомстим йому. Але Пан со мною, як могутний голод, тому гонители мои спотыкнутся и скараться, посоромятся своим падением, и будет вечная и непозволная хвала. Пане могутел, який випробовуєш праведника, ты глядишь на задумы и сердца. Прошу, чтобы я уважил твою помсту над ними, бо я открыл тебе свою справу. Спевайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан уратовал життя бідного, от руки злочинців. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Удивительный заплюс на голову, тварь мой покрыла. Я став чужим для братов моих, чужинцем для сынов моих. Гордостью дома твоих светлое меня. Из неба и тех, кто тебя изневажает, упали на меня. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Я разношу на тебя мою молитву, Пане, в час ласкавости Божия. Почуй меня в великой своей милосердности, в правде Твоей возглавления. Почуй меня, Пане, в щедрая милость Твоя. Глянь на меня по воде великой добрыни своей. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Плачуть убоги устишиться, ежели сердце тых, кто шукає Бога. Бо послухає бедных и не погорчає вязнями своими. Нехай ставить его земля и овесы, море все, что рухается, умолит. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Читание послания святого апостола Павла к римлянам.
одного человека грех увайшоў у свет, і праз грех смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перед законом грех быў у свеце, але грех не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валазала ад Адама аж да Майсея, нават над тымі, хто не саграшыў падобна злачынству Адама, які ёсць праобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам. Бо калі праз злачынства аднаго паверылі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слово Божие. Дякую Пану. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Macieja. U той час Jezus сказал своим апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, чтобы не стало ведомым. Что кажу вам у темры, говорите на светле, и что на ухо чуете, проповедайте на дахах. Не бойтесь тых, кто забивает тело, души ж не могут забить, а бойтесь больше того, кто может душу и тело загубить у гения. Тишь не два веровни продают за аса, и ни один из них не упаде на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове поличены. Тому не бойтесь, вартые вы больше за многих веровів. Так кожний, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Отцом моим, який в небесах. Хто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекуся перед Отцом моим, який у небесах. Это слово Пана. Pierwsze czytanie сьогодні з книги пророка Єремія. Треба на початку сказати, що Єремій був пророком, який неохотно хотів виконувати те, що йому Бог говорив. Чому? Ну, бо його переслідували, як тут все написано, і били, і катували, і каменували, і в бочку закапывали, кидали в море. Але Єремій прожив все це, пережив. І тому сьогодні говорить, чому він прожив? Тому що Бог могуча есть побыть со мной. Бог могуча есть побыть со мной. Когда ты переживаешь, какие есть сегодня, может, клопоты, тяжкости, то треба сказать, что Бог завжди побыть с тобой. Нема, может, другого человека, может, все оставили. Может, тебе здається, что ты сам в своих справах, в своих тяжкостях, а и так Бог есть с тобой. Вельми добрая информация, и про это еще нам раз повторяли Єремій пророк, якого не то, що ми переживаємо якісь тут турботи, такі маленькі клопоти, на яких може, які дійсно нас відривають від плана Бога або від наших справ. А коли Єремію катували, били, катували, закапували, у бочку кидали, так само в море кидали, він це все прожив, так говорить, Бог со мною. Бог со мною. Бо який чоловік може довести? Що йому допомогло в этом? Это свідомо, що Бог не сам. Сколько людей думал, что я это сам этой Бог, что только меня готовит, уже поддался. Говорю, вы забейте меня, на что вы меня мучаете. А я, однако, Бог есть со мной, это очень важная информация. И это до нас сегодня має довести вопрос, что вопрос тую вартость, якую мы маем. Один молодой человек, младенец, пришел до старшего мудреца и говорит:
Мне ў жыцці нічога не хочацца. Нічога мне не ідзе, я хіба нікому туди не наравлюся, ніхто мяне не слухае, все мяне крыўдзяць, все мне трактуюць блин. Мудрец поглядел на его, пошел своего сундука, вынял камень, достаточно таки великий, дал ему и говорит, иди на рынок и стань. Коли кто подойдет, покажи два пальца. Подошла бабуля. Ты показал два пальца. За $2 этот камень я куплю. Пригожий, голубенький, поставлю его в огороде, будет украшать мой огород. Младенец забрал камень и вернулся до мудреца. Мудрец говорит, да теперь пойди до того, кто выценивая эти дорогие вещи, до банкира. Пошел младенец до банкира. Так само придешь, покажи два пальца. Поставил камень, показал банкиру. Банкир поглядел, да. За этот камень я дам тебе $2000. Там ты варт тебе трошки на день попрацую, продам его, будет дорожейший. Спрашивает банкир, где ты взял этот камень? Младенец забрал камень, вернулся до мудреца. Подошел, говорит, теперь говорит, мудрец говорит, а теперь иди у музей. До тих, хто вицінює забитки, старі якісь речі. Нехай його вицінює. Прийди до його і покажи два пальці. Прийшов младенець, показав два пальці. Так, за гэты камень я дам тобі $200 000. Ён, певно, старий, я вже бачу, забитковий шмат, що бачив, кольоровий, пригожая слоїця. Так, гэты камень вельмі каштоўны. Дзе ты гэты камень взял? Младенец отвернулся, взял камень и пришел до мудреца. Конец приповести. Может, чекаете якусь період. Про що це життя говорить? Про наше життя. За скільки ми себе продаємо? Скільки ми варті? Що в нашому світі може нас купити? Справді, чи справді якісь ті речі, які тут коштують якісь гроші, якісь маленькі речі, можуть нас оторвати від життя вічного? Мы для Бога сегодня скажем, что за одного аса купляется 2 миллиона. Так, человек зарабатывал примерно 16 асов на день. Примерно 1 миллион будет коштовать 20 хвилин работы. Вот так. 20 хвилин работы, вот, а 1 миллион не важно. Это не важно. Кто из вас может себе волосы на голове полечить? Ну, может, один человек. Лысый, вот, не маю вообще волос. Потому что мне 0 волос, да я вижу сколько волос. А люди Пана Бога, они не только что полечили, они мають свої винятки. Який чоловік буде випадати? Чому? Бо для Пана Бога наші волоси, наші голови. Чому? Бо ми маємо свою коштовність. І треба сьогодні про це пам'ятати, щоб до цього покликання, як ми в нашому житті, мы себе не продавали за якісь ті речі, які десь нас можуть оторвати. Как мы были, ценили себе, имели свой погляд, мимо того, что может свет повести против, например, таких коштовностей моральных, духовных, то мы и так повинны вернуться. В одной из школ провели эксперимент. Было 20 человек подставленных, и один, я не ведал, что все остальные подставлены, и один заходил той, кто не ведал, что там творится. И было нарисовано 15 кресел. Была картка, и на этой картке и шла раз людей, каждый, кто посчитал, треба написать, сколько кресел. Дошла до этого опошнего человека, и он был опошнный 21. Глядите, считаем 15 кресел. А не глядите. Все написали 20. Считаешь раз? Ну, 15. А передо мной 20 человек написало 20 кресел. Я что, труднейший, чем я написал 20. Каждый, кто заходил, амаль 90% людей писали 20 кресел тайпе. Почему? Так на то тайпе. Я же не хочу выделяться, не буду труднейшим. Не буду сказать, что напишу я 15, что я скажу, что ты лечить не умеешь. Так, 20. Это вот такой способ. Нами могут другие манипулировать. Это вот такой способ. Если скажет нам 20 человек, что так надо поступать, а мы послухаем все и будем. Что не треба молиться, а не треба молиться, не будем молиться. Не треба заховывать Божьи заповеди, а не треба заховывать Божьи заповеди. И пойдем у своих направленных. А что нам про это говорить? Катехизм Костела католического написано, пишет так, что
serca jest naszym pomieszkaniem i tam żyje jak Tygiel, z którego to jest. I что это сердце человек сам не может даже видно познать. Потому что шмот всего закона. Что только Бог, мая силу и владу человеку, який хочет знайти, что внутри себя, только Бог может показать. Только дякуючи ласке Пана Бога, мы можем доведаться, кем мы по заправду являемся. Бо серце есть помешкание. Серце есть помешкание. И это может залежить от нас. Кто там этим сердцем может кировать. Памятаем такой фильм «Ставка большая, чем життя». Капітальний фільм. Капітальний фільм, інтересний. І завжди этому кльосу видавали накази якісь. Хто видавав? Штаб. Видавав загады. Я як дитем був, все чекав, коли цей штаб покажет, які там дає загады этому начальнику, що як він має поступати, в який спосіб далі вести своє діяння. И про целое кино, можете верить, еще про целое кино никто ни разу не показал, кто будет в штабе сидеть. Никто. Прихожий это приклад тому, что кто у нашем штабе сердце сидит, кто там керует. Коли это зло, то мы будем выступать злые, понурые, здравоохотные на увесь свет, на все справы, какие посеред нас. А коли это добро, то мы будем бачить упорный человек вот это добро. И мы же покликаны, как это добро творить. Якийсь спосіб усвідомити, хвалити. Що ви один одного хвалите, мужик хвалить, жонку хвалить. Ні, хтось, я почув неоднократно, як я похвалюсь, то это все пойдет у пути на правду. Все зміниться, все розвалиться, не буду хвалить, такие забавные тебе. Как раз похвалишь, чтобы все. Альбо что я хвалю, то что я горше, альбо я горше, что я могу хвалить кого-то. Мы ведь часто не умеем зауважить то или добро, какое есть у нас. А тим самим этой похвалой зисковую я, мало того, что я похвалю, что сказал ты слово, что добро зробив, да, але зато этому человеку дал еще больше охоты, еще больше не надо. Еще больше старался быть лепшим, как больше тебе помогал и так далее, и так далее. Мы вельми часто, редко, я думаю, что один одного хвалим это с нашего сердца. Не для того, чтобы показать, что какие там супер, а не просто показать, что это самопамять про другого человека. И что я варта чогось. Эта вартость, она проявляется во всем этом. Кто в моем штабе сердца сидит? Ось мені важне питання, і ще одне, яке нам насовується після сьогоднішньої Євангелії. Вы Иисус говорит, не бойтесь, бо боязнь – это первое оружие злого духа сатаны, как человека зашифровать. Теперь боялся. Когда люди боятся, то он будет обезвладный, ничего не сделать. А Иисус говорит, не бойтесь тих, хто заб'є ваше тіло, але бойтеся того, хто вашу душу кине в пекло, вечное потопление, вечное потоптание, в огонь вечный. Никто не думает, как там в этом пекле есть. А лепей жить в этой неведомости, туда не нести. И еще один такой фильм «Одиссея космичная», так званый фильм 2001 года. Можно поглядеть, пообзираться. Это science fiction, фантастика. Фантастика, которая совершенно цікаві. Некоторые фантастики можно вынести, якісь вноски. Есть там такая группа космонавтов, которые полетели в космос. И эти космонавты с собой поразумевалися попри мудрі комп'ютери, які там такі мудрі комп'ютери не будували якісь загады, і він ці загады виконував. И певного разу компьютер им загадал, что в одной части корабля попсовался якийсь модуль, якась частка. Пошли космонавты проверять, проверили. Нормально. Вернулись до компьютера. А говорят, что нет, все нормально. И снова говорят, не, она запсовалась, идите поглядите. И мы снова пошли глядеть. Поглядели все. Не, вернулись. Ну, говорят, нет, компьютер, что ты там нам только так бросаешь, кидаешь, все нормально працює. Нічого не запсовалося. І про якийсь момент, бац, і эта деталь запсовалася. Думаете, что такое зараз? Что это такие мудрый компьютер, что он все наперед ведет? А, дошли до уноску, что компьютер сам запсовал. А на что я говорю, что хотел быть мудрейшим. Проповедал, наперед, я верю, что запсовал. Я вам говорю, что запсовалось, а вы мне не верите.
И такие компьютеры вносят. Чего я говорю? В нашем житті так, братья и сестры. Например, жонка скажет мужа, что вот погляньте, что мы разлетелись из-за твоей мамы, альбо из-за твоих батьков. Погляньте, что разлетелись. Все нормально будет, не разживем их это. Не, погляньте, что разлетелись. И она так мощно себе в голову убивая, что думает, не, покажу, что мы решим. И робить усё, как дошло до развода. А когда дошло до развода, приходит домой так. Ну погляди, я ж тебе говорила, что мы разлетимся. Какая я мудрая, ты дурак. Вот такие способы. Мудрость такая дурная романтика ласка. Мудрость. Каждый моя по-своему, пусть говорится, там как, там здесь паркование автомобиль, был припынок напротив окна, это было напротив мужик вооруженцы. Паркуй напротив окна, вот это мало места, в том этаж, ко мне заехать, туда передом, а его задом выехать. Я завжди парковал там вместе по дороге. Ну и крайний автомобиль. Ну и пришел мужик. Я тебе говорил, паркуй туда. Крайний автомобиль, гляди, я мудрый. Я ж видел, что так мудро. Такая мудрость наша, братья и сестры. Мы так наверх, праватики ласка. Але чи это так у нас не бывает, мы что не хотим добить своего, что я ведал, я тут наилепший, я тут это наидосконалейший, все повод для меня, як я сказал, так и сбылось. И нават мимо того, что можно все развалил, все разрушил, але ты сказал, что я был прав. Что это за правость такая, братья и сестры? Никакой правости нема. Гнилая справа. Иисус ему и говорит, покорь трошки у сердца наше рамтева. Але как мы были покорными, там повинны справді не бояться принять правду по самому себе. Не бояться по самому себе принять правду. Чому? Бо для Бога мы важнейшие, чем неробей якісь. Коли Бог трощится про его, про этого веробья, який как мне что съесть, про эту лилию в другом месте, скажем, якая расте, и пригожая, наипригожейшая из усіх людей, что там Соломон так в своей пригожости не оправдался, а лилия пригожейся. Так, чего думаешь, что будет проведен человечество? Для каждого из нас. Просим, как и мы в нашем житии были и памятали, не продавали себе задарма, а не продавали себе за житье вечное, вот это мы памятали. Как мы памятали, кто в нашем сердце, в нашем штате сидит, и когда там снова, как мы пробовали его туда вывести, звонку поставить, а вывести туда добро и радость. И когда памятали о том, что в нашем житии, как мы не были такие мудрые наперед, а умели принять трошки покоры, и дякуючи этой покоре сказать, не бойся, я не боюсь, кто я такие. Я ведаю, я готов принять себе таким, кем есть, как быть еще больше досконалым для життя вечного. Аминь. Веру в единого Бога и всемогутного Спасителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного и различными веками, Бога Святого Отца, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого усё сталося, Ён для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба и утеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю отдельный крест для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй,
і життя вічного в будущем світі. Амінь. Открыем наше сердце Богу, який неспынно наполняя нас своими ласками, и вознесем за Его субольные молитвы за Христовый костер, как Он неспомно обещал добрую новину об воскрешении своего укрыжованного Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За тих християн, які не приймають святих сакраментів, как вони не отдалялись от Христа и здолели принять Его любовь. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За тих, хто зараз знаходиться на відпочинку, как вони обновили свої фізичні і духовні сили для виконання своїх обов'язків. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За Александра и его семью, просячи об добрым, счастливым и беспечным подорожье, Божьем благословении и опеке Наисвятейшей Анны Марии. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. За христианские семьи, как оживленные Божьей любовью, и они жили у супокоя и едности. Тебя просим. Вислухай нас, За Пане. нас, путевников в этой святой мши, как мы научились дяковать за кожное отриманное добро и делиться им с иншими. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, Ты любишь всех людей, выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Раз Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу захвяту принял Бог, Отец всего путника. Нехай Пан Бог прийме клятву Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Или просим Тебе, Пане, эту охрану хвалы и умилостивления, и ученика почтенного Царю Яе, мы могли охвяровать Тебе щирую в наших сердцах, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. Укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соблюдил нам это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый, ой, чау всемогущий вечный Боже, раз Христа Пана нашего. Твоем злитости на грешного человечества народимся с Панной Марии. Про свою Богу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом сими воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышиях, благословенный Твой,
Собрал ты, Боже, ты святых, крыльница, и справедливо хвалить тебе все твое творение, и про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоций Духа Святого, ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности с усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос у вас гроз и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освети мocою Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у тую ночь, коли был выдаден, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаю свет свою Иисусу, вызнаю Твое воскресение, и шагаю Твою присягаю. Вспоминаем читание славного Твоего Сына, так само Его чудовное воскресение и Его шествие, и чекаем Твою главы, с подякою складаем Тебе эту живую и святую ахвяру, взглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный, насколько мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш, з Найсвятейшей Панной Богородицей Владимирой, со святым Юзефом ее ранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом другим, сестрой Фаустиной, благословленным ксензом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, про доступничество яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай в этой ахвяра нашего поjednania принесе всему свету супокой и избавления. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який прибывает на земле, со слугой Твоим папом нашим Львом, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и всем народом Того Ятугеде. Будь милостивый, да просьба в этой земле, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей обешел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом теми завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Святися
Ciebie, Panie, sławu nas, a Dusia osmoka, daj łaskawa, spokою dni naszych. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i wyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazała apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, ale на веру Kościoła Twojego, i будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить Его supokоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Supokoj Pana, niechaj zawsюди буде z wami. Передайте ближнему знак supokою. Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Ягодную. Аминь. Я не варт, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына, просим Тебе, как вяре, Твою частнота бесславие, была для нас задатком вечного избавления, праз Христа Бога нашего. Объявы. 12 неделя звичайная, 24 червня. У середу урочистость народження святого Яна Хрестителя. 29 червня по 3 липня отбудется пилигримка Минск-Гуцлав. Больше подробная информация находится на дошце объяв. Головные урочистости у Гуцлаве отбудутся с пятницы на субботу, с 3 на 4 липня. Праз увесь. Усё лето святой імши дзіцячай о 12 гадзіне нема. Праз увесь чэрвень пасля святых імшаў вечаровых у 19, а ў нядзелю пасля святой імшы у 10:30 адпраўляем набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса. З 27 по 30 ліпеня 2026 года у Івенце пройдзе архідыцэзіяльная парафіяда. Спартыўная і не толькі ўзрастныя групы, а от 11 до 12 годов, Б от 13 до 14 и С от 15 до 16 годов. Больше подробная информация находится на дошце
объявал, что там будет, театральные конкурсы, между инными, постанова, песни, малюнки, библейный конкурс, спортивное спаборництво, бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол, а так само час суместной молитвы. Записываться можно у закрыстной, или кто бы жадал, такая ласка. До 10 липня, как я подал информацию. Кожний день у нашей каплиці триває адорація Ісуса у найсвятейшем сакраменте. Сьогоднішня неділя інвестиційна. Дякую вам за складення ахвяри на будову. Дякую за ахвярування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за співи правої других, що забирають таблиці. Тим, хто дежурив, помолюся за тих, хто на тим тижні святкує день народження, іменини, ювілей, хто чекає на радіо дітей, за Олександра і його сім'ю, а в доброму відпочинку. І всіх, хто відпочиває, за добродіїв, віродавців нашої парафії, так само нових добродіїв домівства, санктуарії Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного особку, опять Матери Божией Твоей обороны отдаемся. Святая Богородица, наших потребах, не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завжди. Анна хвалебная и благословенная, о память нашу, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите. Солнце завернуло в наши краи. Треба скористать его, познимать себе все, что есть, загорать. У таких это способ набраться витамины D, говорить. Сестра говорит, як зимата, говорить, пей витамины D, купляем это витамины D, и пью, солнце может чекать, может доживу, и доживу, да так будет уже. А не дожив, солнце есть, треба набраться, почти вот трошки. Пригорел так трошки, потом ремонтовал свой автомобиль, и почти не удалось. Но разные справы там сдались, а где купил с Польши, и все нормально, не турбуйтесь. А так говорю назад, вы будете думать, что все другого, что купить подробно в новый автомобиль. Жартую, добре, подумайте, що я такий попрошайничек. Дякую, великий, прийміть Боже благословення, нехай на вас наповниться правда і радість і спокоєм. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Святий Архангеле Михайле, Вераши нас в смахании, будь нам обороной, супроть спокусу и ласкам злого духа, покорно просим, нехай я вознищись Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ смеют по свете. Пане Єсу Христе, приходимо, когда Твоего найсвятейшего сердца поклониться. Дякуємо Тобі за всі отримані ласки, які спосилаєш нам. Дякую за те надвор'я, яке нам даєш. За час відпочинку. Просим Тебе за детей, які на канікулах, як безпечно і добре відпочили. За молодь, яка здає екзамени, як кудись поступити, достатися на якийсь вуз. А в світлі Духа Святого, як в своїм житті вибрали добре покликання, яке буде узбагачати увесь сучасний світ. Так само за всіх тих, кому ми свою молитву отрицаємо Єзу,
Cichy i pokorny serca, uczyni serca nasze powody Twojego serca. Duchu Święty Boże, Świętej Trójca, Rodziny Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Pomoliciel Maci Ducha Świętym zwołanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowem Bożym wstąpa zjadanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ja śmiesznej wielczynią, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, świątynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Seliwa najwyższejsza, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Tobie Boży i prawa nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Odmniejszego Mistrza miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i uchodzi Zbawnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, aby i uchodzi pomaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, niech znowu wyjdzie złamania, zmiłuj
Jezu cichy i pokorny serca. Молимся, у всемогутный вечный Боже, глядь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру и ее Тебе страдая за нас грешных. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Ojca i Syna i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobою żyje i władać na wieki wieczne. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, kto pokorno schyляется do podnóża Twojego altara. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоєму, как jeszcze боль з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорчаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Jezu najłaskawiejszy i przytuliwszy do świętego serca swojego. Благодарен будь нам, о Jezu, не только верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Помаши, как праздник души, вернулись в отцовский дом, и не завидуй от старших молод. Будь благодарен для тих, хто помилково чи праздня згоду отлучився от Тебе. Приведи их к пристанку правды и единства веры, как худко настала одна уча и один пастырь. А далеко теплой, беспечной свободою, дающим народам супокой и згоду. Учеников на всей земли от краю до краю один узносился голос: «Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас спасение, Ему хвала и пошана навеки». Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам исповедь Своей любви. Просим Тебя, доложи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали сеплен Твоего откупления, яки живешь и владарь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные.
Naszym sercom Jezu, naszym sercom Jezu, zostań ze mną.